Дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях у Ольги Старостиной. Ольга замечательная мама, она педагог, обучает маленьких деток читать, писать, ну и всем премудростям готовит к школе. Помимо этого, она в свободное свое время занимается наведением уюта дома, у своих друзей. Ну и вот сегодня мы будем заниматься. Сегодня мы будем изготавливать держатель для кашпо в технике макраме, которая будет висеть либо с потолка, либо на стене. На стене, да. Для этого изделия нам нужно будет колечко. Продаются специальные деревянные для макраме, а я взяла, знаете, что это от карниза, от шторного карниза. Они мне не нужны для штор, но вот зато вот для таких вот изделий вполне подойдет. Да, вполне подойдет. Да. Здорово. При помощи скотча мы его прикрепляем, чтобы никуда было удобнее. И 4 нитки, вот примерно, одинаковой длины? Да, одинаковой длины, примерно 1,5 метра где-то. 1,5 метра где-то, или может чуть больше. Отрезаем 4 одинаковые веревки. Эта длина зависит от той высоты, на которую вы хотите, да? Да, именно от этого зависит. Можно сделать подлиннее, а можно сделать покороче. Надо будет, Можно потолочный сделать, да? То, да. Соответственно, подлиннее будет. Да, потому что потолки у всех плюс-минус где-то 3 метра. Ну и, соответственно, а в частном доме уже ниже, да. Поэтому это надо уже смотреть. Тоже смотреть, учитывать. Ну, в общем, примерка должна быть вашего будущего держателя, цветочка. Да. И на какой высоте вы хотите, чтобы висело ваше растение? По материалу это хлопок или что это? Или любой может быть шнур абсолютно? Бывают специальные, разные. Вот на этом, например, именно для макраме шнур называют. На ощупь какая-то смесовка или даже это хлопок, мне кажется. Хлопок скорее. Хлопок, да? А бывают вот такие шнуры, это немножко тоже. Да, видите, а здесь вот уже вот я трогаю, по ощущениям, здесь, уже синтетика, наверное. Да, это уже больше синтетики. А как вот лучше, все-таки хлопок или синтетические? Наверное, свои плюсы и минусы. Что-то вытягивается, может быть, что-то да. в процессе. Вот это может вытянуться. Это как будто пружинит. Так. Вот мы посерединке взяли и вот прикрепили на нашу. Сколько мы сделали таких веревочек? 4. 4 веревки. И сейчас вы будете заплетать, да, что-то? Да. Я вам помогу? Да, давайте. Эти 2 возьмите, а я возьму отсюда 2. Как бы один шнур. Мы его поделили как пополам, и из него будем один такой жгутик делать. Мы делаем ровно все то же самое. Да. Вот, друзья, 4 штучки. Так, интересно. Красивая такая веревочка получилась. Значит, вот это у нас называется квадратный узел. Берем вот так. Нахлёст, так, да. крест-накрест дальше. И вытягиваем один. Вот так вот. Который? Вот этот? Ага. И смотрите, видите, у нас тут как будто вот спиралька идет. Это потому, что все время в одну сторону. Вот сейчас второй раз повторяем. Прямо узелок завязать, нет? Да. Вот так, плотненько. Так, средний. А так у нас получается 8 веревочек. По 2. Все время, например, если вы вытягиваете вот с левой стороны, все время с левой стороны вытягиваете. Это чтобы... У нас получился, как бы свернутый, да? Да, он как спиралькой вот поворачивал. Понятно. Так. Значит, вот так внахлёст. Так, смотрите, вот. Просто я вот беру и завязываю. Да, просто завязываем. Я завязываю. Обычные узлы. И он будет вот так поворачивать. То у меня налево поворот. Да. А у вас направо, да? У меня... Тоже налево? Да. Нормально же, да? Да, да. Получается. То есть главное, смотрите, да, чтобы действительно они были в одну сторону, как бы глядел этот шнурок. Ой, в смысле этот. Вот так.
А так, по сути, это получается, ну, как бы обычный узел. Да, обычный узел. Он называется, Ну, называется квадратный, да? квадратный. Так, и вот у нас получился узелок. Эта работа как-то умиротворяет, да? Да, успокаивает. Я сама по себе человек интроверт, и поэтому вот именно восстанавливаюсь, отдыхаю именно вот в творчестве. Да, когда вы занимаетесь вот такими делами, да? Да, это, кстати, очень-очень успокаивает, друзья. Так что, если у вас там какие-то тревожные вот состояния, в общем, поставьте себе задачу осчастливить всех соседей Кашпо, да, вашего производства, и будет вам счастье. Все очень простенько, да? Кашпо получается у нас такое яркое, желтенькое, Солнечное. да, солнечное. Вот, наконец-то у нас наступила весна, скоро лето. И вот где-то на даче, да, будет, или у вас вот за оградой, да, красоваться вот это кашпо. А летом вы, наверное, очень много цветов высаживаете? Ну, летом, ну да, цветы, конечно же, сажаю, но по-разному. Иногда, ну, какое-то было время я делала сама рассаду. Увлекались очень, да. Я но тоже делала потом когда-то. все-таки времени не хватает в последнее время именно за рассадой ухаживать. И Там просто вы я готовые берете, да? Да, готовые покупаю. Как хорошо, что сейчас вот можно купить все, что угодно, да? Кстати, А как да. раньше наши мамы успевали, вот я не понимаю. Ну, у кого-то, моя мама этим не занималась, но у кого-то, возможно. Вот. Какие наши женщины все-таки молодцы, все успевали, да? Так, и вот так вот, и пошло, и поехало, да? Ничего сложного абсолютно. Работа действительно умиротворяет, и думаешь, вот быстренько надо это все дело. Примерно вот одинаковой длины получилось, да? Жгутик. Так, вот это чуть подлиннее сделаем. Вот что получилось у нас, да? Да. Примерно 4 жгутика свернули. Далее мы немножко отходим, сантиметров на 10, и теперь мы делаем тоже квадратные, но смотрите, сейчас, например, я вытягиваю с этой стороны, с левой стороны, да, потом опять делаю, но вытягиваю шнур уже с правой стороны. И тогда наш узел будет, не будет поворачивать. Потом опять с левой, а потом с правой. Так, вот такой длины нормально? Да, нормально. То есть вот левая у нас пошла, так, а потом идем, так, левая, да? А теперь Делаем вот так. крест-накрест. С левой стороны вытянула. Теперь А потом с правой стороны. Теперь тоже крест-накрест, но вытягиваю. Кстати, вот этот шнур удобнее, чем вот такой. Это, можно сказать, уровень про. Как понять уровень про? Ну, вот. Профессионал? Ну да.
Мгм. Так, и здесь уже начинаем вторую. Так, все, да? Мгм. И вот здесь то же самое мы делаем, да? Так, налево. Примерно вот так, да? Мгм. Вот где-то так. Примерно так. Теперь. Мгм. Так. Так, в одну сторону. Теперь в другую. Так. Да? Мгм. Так, теперь дальше мы, получается, вот эти отдельные жгуты Угу. соединяем между собой. То есть берем один шнур из крайней и один шнур из второй. И делаем такой же узел, как сейчас делали. Примерно вот на таком расстоянии. Вот так? В одну сторону Вот так? и да, а потом в другую тоже. Хоп. И эти тоже соединяем. Один раз. Один раз. Два раза. В общем, один раз в одну сторону и второй раз во вторую. Вот. Так. Два узелка. Угу. Ну и вот эти вот крайние. Ой, что-то я много сделала, да? Нет? Слишком много. Что-то пока вы там объясняли, я так на опережение пошла. Так. Ну вот, так. И повторяем немножко на расстоянии, повторяем то же самое между ними, только уже. Между кем? Вот у нас узел, да, видите? Так, видим. Один шнур берем Мгм. и связываем со вторым. А я тут беру, да? Да, вот и вы Здесь. берете этот и этот. Ага, Получается. крайний. Так, хорошо. Вот так вот. Потом вот эти. У нас остаются вот эти, да? Вот эти Давайте. узлы. Ну и все, собственно говоря, Мгм. да? Вот видите, Сейчас что мы в получилось. конце их завяжем. Узелочек общий. И все. Мгм. Так, вот этот, конечно, конец немножко получился коротенький, то ничего. Ой. Сейчас, подождите. Вот. И завязываем в общий узел. Мгм. Немножко длины не хватает. Так, вытягиваем. Мгм. Так, у меня тут немножко длины не хватило, поэтому вот так аккуратненько. Так, где наши узлы? Вот они, да? Вот. Ну все.
Мгм. Вот здесь надо. Вот это интересно, где. Друзья, ну вот у нас получился вот такой вот Держатель. да, держатель для нашего горшочка. И вот любой горшочек можно сюда посадить Мгм. и подвес. Вот, пожалуйста, и повесить. Здорово, да? Вообще очень простая техника, но настолько она такая классная. И действительно, зачем покупать какие-то кашпо, вот, ну, да, когда можно своими Держатель, руками, мгм. да. И, во-первых, это будет как-то привнесет больше теплоты, что ли, да, вот Мгм. ваш интерьер там куда-то, да. Да. Допустим, веранду украсить, вот сейчас дачный сезон начнется, Мгм. или вот частный дом, здесь же у вас тоже Мгм. цветники какие-то будут. То есть вот все очень мило, просто получается, да? Мгм. И быстро. Мгм. И вот что бы вы еще порекомендовали по нитке? По нитке я бы порекомендовала все-таки вот такой полиэфирный шнур. Он более неприхотливый и удобнее начинающим мастерицам, удобнее Плести. ими плести. Мгм, мгм. А вот тут, так как Да. много вот таких ниток разных, может быть немножко неудобно. Ну, немножечко тут Да. я помогала, поэтому немножко коряво тут получилось. Но ничего. Ну что, друзья дорогие, будем пробовать.